3 человека собралось от этой халявы. А все остальные начали вспоминать, а где он? Там-то, там-то, там-то. И вот первый раз, когда я тут решил обратить внимание на спорт, потому что представьте, вот сколько народу к нам приходит, практически здоровых нет. У кого-то печень, у кого-то почки, у кого-то малый таз, у кого-то с головой не все в порядке. А почему? А потому что живот – это первый мозг даже. А почему первый? Потому что в момент зарождения человека появляется сначала его брюшной мозг, формируется. Ну и, конечно, будем говорить о том, что вот эта вегетативная система, которая находится в животе, она ведь обязательно должна дружить с головным мозгом. И ритм нашего мозга совпадает с ритмом толстой кишки. И представьте, если кишки перерастянуты, то мозги немножко тормозят. А так как, конечно, вот эта тема, почему она меня так вот подняла, взвинтила, да потому что мы, собственно, отрабатывали эту тему для спецподразделений. А там ведь ни одного медика. Просто люди с гражданки пришли, их переодели в форму, а теперь они должны выживать. Их научили стрелять, бросать гранату, водить машину, транспортер, бронетранспортер. Но ранения-то они везде. И вот здесь, когда начали рассматривать ближе, скажем так, всю эту тему, то выяснилось, оказывается, в животе-то очень много интересного, благодаря чему мы выживаем. И даже если травма произошла головы, то брюшной мозг тоже травмируется. А как он травмируется? Вот первый показатель травмы, что с брюшным мозгом не все в порядке. Передняя стенка живота напряжена. И вот, когда приводят или приносят ребенка ДЦП, представьте, передняя стенка живота вот такая. И вот у этого маленького тельца начинаешь разминать, приводить, расслаблять вот эту переднюю стенку, чтобы добраться до внутренних органов. И у него ручонка, которая так висела, она вдруг опускается. Или ребеночек пришел на цыпочках, а тут встал на ножку. Почему? Да потому что многие процессы, которые происходят здесь, в голове нашей, так называемый центральный генез, он ведь происходит там, первично. И поэтому, конечно, когда мы начали уже с медициной встречаться, когда в 91 году пригласили и сказали, что этот проект закрытый, что теперь что хочешь, то и делай. А вот мы уже наработали, у нас уже какие-то научные работы на эту тему. И я был не один, со мной были еще, но я просто возглавлял эту группу, так как я с 1975 года занимался манипуляциями на внутренних органах, которые мне показал совершенно случайно бывший зэк, который выжил благодаря вот этим манипуляциям на животе. И они меня настолько захватили, а в то время как раз у меня была травма, произошла, представьте, разрыв, приводящий мышцы бедра. Ну, я ходил как Джо Фрей, нога. А тут, когда начал, продавил живот, и первое, что я обратил внимание, у меня нога перестала болеть. И вот это меня повергло в смятение. Ну вот. А потом, когда начал, действительно привел свой живот в порядок, то мне говорят: слушай, Агул, у тебя что, дизель в животе? Потому что я перестал уставать. То есть я переигрывал своих бывших. А 25 лет, если ты Европу не выиграл, ты бесперспективный. Но тем не менее, ты выходишь на татами, потому что у тебя уже привычка. Если ты с 12 лет тренировался, то мышцы-то просят, и тело хочет. Ну и вот, и, конечно, я увидел вот эту разницу большую между тем, что я был, и тем, что я есть вот тогда. А потом учеба в институте. А в институте меня интересовала в основном анатомия, физиология, биохимия. И те вопросы, которые я задавал, никто не мог ответить, потому что, представьте, ведь, казалось бы, медики, но ведь никто плотно не знает живот. Хирург говорит: ну давай вскроем, посмотрим, что там происходит. Получается так. И часто бывает, приходит пациент, которого вскрыли, чтобы посмотреть, ничего не нашли, зашили, а в результате мышцы ушли передние. И человек уже не может вставать, чтобы встать, он переворачивается на живот и за счет мышц спины встает. А днем носит бандаж здесь, который закрывает. А всего-навсего хирург попытался его посмотреть.
И, конечно, вот эти вот азы, ведь этими азами, вот этой висцеральной практики владели многие наши поколения. И, собственно, и мне приходилось, когда мы уже начали заниматься вот этой темой, то есть когда нет знаний ни травы, ни фитотерапии, ни таблеток, одна рука и твоя голова, и те знания. И, конечно, вот здесь вот началась интересная эпопея, когда начали поддавливать животы, особенно когда в спорте, то вы видели, если живот нормальный, человек не травмируется. Потому что мы травмируемся только тогда, когда готовы к этой травме. И что? А потом выясняется, что самое это важное в животе, как вы думаете? Я не беру сердце, сердце само по себе. Луковица 12-перстной кишки. Потому что в нее все стекает. Секрет печени, то есть в данном случае мы с вами говорим, желчь стекает. Панкреатический сок стекает. Желудка идет пищевой комок, он тоже идет. И опять все сюда, к сфинктеру, общим желчеводящим протокам. И если мы, оказывается, чуть-чуть понервничали, разволновались, и первое, что происходит, луковица замыкается, протоки передавливаются. И тогда желчь не отделяется, а желчь не отделяется, значит, активности ферментов поджелудочной тоже не будет. И вот здесь, если мы с вами говорим про сахарный диабет, то он всегда развивается, когда развивается патология желчного пузыря, печени, а потом уже идет поджелудочная. Коленки хрустят, скрипят, трещат. А почему они трещат? Да, оказывается, ферменты желчи, они являются еще тем механизмом, который является смазующим компонентом наших коленок. И если вы сжали руку, и она захрустела, затрещала, ребята, занимайтесь здоровьем, потому что вы потеряете суставы. Суставы не смазываются, а нужна смазка. И артисты балета, представьте, приходится наблюдать, что 28 лет в Советском Союзе им давали пенсию. А почему? Ноги болтаются. Вот у меня вчера был семинар усовершенствования, и я ребятам демонстрировал. Я говорю, мужики, а поднимите руку, у кого с молодости проблемы печени и желчного пузыря. Ну, 2 или 3 поднял, и я им показал, в каком состоянии их тазобедренный сустав, голеностопный, колени. А еще интереснее, берешь палец, и палец шлепает, щелкает. А почему? Износился. Потому что смазующие компоненты плохо туда поступали. Поэтому, конечно, если вы занимаетесь спортсменами, то на это нужно обратить внимание, потому что спортсмен, если там проблема, если он психоэмоциональный, а ведь психоэмоциональность, она способствует чему? Луковица сразу одеревенела. И посмотрите, люди с неустойчивой психикой, они долго не живут. Старость начинает раньше приходить. Но это прелюдия, ребят. Я вам говорю просто, это для того, что каждый человек должен владеть азами вот этой технологии, чтобы выживать в нашем сегодняшнем мире. И, конечно, мне приятно, когда в любой город приезжаешь, и там есть те, которым ты помог. Они были или привезли их на носилках, или такой интересный факт, когда на одеяле приносят женщину, бросили ее и убежали. А убежали почему? Потому что она орала. Кровь в ноги не поступала, и она орала. И нигде, ни один госпиталь не берет такую пациентку. Ну вот. И хорошо иногда интуиция или Бог подсказывает. Ее когда занесли ко мне, они занесли для того, чтобы она не кричала, потому что она всех пациентов перепугает здесь. Представьте, человек орет как электричек, который подходит к платформе. Уши закладывает даже. И хорошо, вот я говорю, Бог помог, взглянул и увидел, несколько таблеток оставалось, никотиновой кислоты. Для профилактики по старой памяти, так как я бывший спортсмен, то иногда в рот никотинку возьмешь, сосуды расширились, все нормально. А перед баней, если вы возьмете, вот так, еще лучше. Система сердечно-сосудистой лучше работает. Но в данном случае я взял 3 штуки, засунул ей в рот, и представьте, через 30 секунд она перестала кричать. А вот здесь уже осталось руку в живот, а в животе, оказывается, ярко выраженный атеросклероз. То есть, представьте, по подвздошным областям, по подвздошным артериям не идет туда кровь.
Ой, все, так мало. Прибыли на станцию, пора выходить. Нет,